Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто за вами следит? Кто это человек? Кто эти люди? Зачем они, либо он, она следят за вами? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте. Нужная, правильная информация найдет вас сама. Просто проговорите вопрос мысленно либо вслух. Кто за мной следит? И вы все узнаете. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, тут за вами не только следят, тут на вас явно гадают, на вас кто-то гадает. Давно я такого не видела. Человек через время и пространство пытается заглянуть к вам в голову и в сердце. Ну вот в мысли, да, и в сердце. Это мужчина гадает на вас. Ну, может, и сам гадает, а может, кому-то обращается, кто умеет гадать. Ну, либо говорит, что умеет гадать. Да. Тарологов у нас много, а гадалок мало на самом деле, да, настоящих гадалок. Вот, кстати, тоже вам, знаете, вот кто себя тарологом называет, ну, это просто мрак, это тупо. А что вы делаете на картах Таро? Разве не гадаете? Вот это уже говорит, что человек не вполне понимает, чем он занимается. Но вот здесь мужчина ходит, на вас гадает. У него ваше фото есть, он носит, с собой носит. И, кстати, фотография такая немножко уже, знаете, как помятая, затертая, со слезами, да, со следами слез, да, плакал, скорее всего, над вашей фотографией. То есть есть, наверное, и в телефоне у него что-то, и плюс еще вот, ну, показывает, кому-то показывает, говорит, вот на женщину хочу погадать, и на вас гадают. Вот, и каждый раз ему что-то такое говорят, от чего у него, ну, в груди горит, понимаете, то ли ревность горит, то ли надежда горит, я не могу сказать. Мужчина, который живет своим домом, ну, либо даже мужчина может жить с семьей. У кого-то еще и так отыграется. Вы с этим мужчиной прям совсем никак не общаетесь. Скорее всего, вы его везде заблокировали. Вы просто отрезали и сожгли все мосты. То есть к вам не подойдешь, вы ему недоступны. Все, что он может узнавать о вас, это через вот гадание, да? Потому что других источников нет. Скорее всего, там заблокировали во всех соцсетях. И там телефон заблокировали. Вот нигде он вас не увидит. Ну а в прошлом у вас была любовь. Любовь, причем очень сильная. Вы прям любили его, вы ждали его, вы надеялись на него. Вы планы с ним вместе строили. Он вам больно сделал. Больно. И я вот, знаете, вижу, что боль у вас как предательство. Да? То ли он предал ваши надежды и мечты, то ли он не смог сделать выбор, да, вот такой слабак, трус, не смог сделать выбор. А теперь все, что ему осталось, это ходить и гадать. И я так понимаю, что ему говорят, ну, либо что вы его ждете, и у вас все будет хорошо когда-нибудь там в будущем, либо наоборот, ему говорят, что вы уже там счастливая, с кем-то живете и о нем не вспоминаете. Вот у него горит, понимаете, горит в сердце, в груди горит, когда ему про вас говорят. Он очень хочет услышать, что вы там любите, ждете, что вы там, ну, буквально еще чуть-чуть и перестанете обижаться, и сами выйдете на связь, его разблокируете. Но это не происходит, да. Но он как бы хотел бы это услышать, и он прям на это молится. Может быть, он к одному человеку ходит, может, к разным людям ходит. Но вот как противоречивая какая-то информация. То есть сегодня ему говорят одно, завтра другое. Но вот это единственный источник информации. Он следит за вами и за вашей жизнью через инструменты гадания. То есть это карты могут быть, это может быть, там, не знаю, воск, да что угодно может быть, руны, да, вот через инструменты гадания следит за вашей жизнью. Потому что других никаких источников нет.
далеко от вас находятся, либо в полном таком этом глухом углу, да, потому что вы везде все отрезали, к вам не подойдешь. Так, еще за вами следят ваши завистники и враги. У вас, кстати, не один завистник, не один враг. Их прилично на самом деле. Вот как понять, что человек успешный? Да? У него много завистников и много врагов. Да? Вы, как успешный человек, ну, прям приличное количество нажили этих завистников. Они следят. Вы для них тема номер один. Они так за своих детей не переживают, либо не отслеживают жизнь своих детей, как они следят за вашей жизнью. Люди собирают информацию о вас по крупицам. Люди буквально, там, не знаю, как прилипают, когда вы идете. Если есть возможность подслушать, о чем вы говорите, вот никто не побрезгует, все будут слушать. И чем больше вы добиваетесь, ну, больше в жизни, да, как успешнее становитесь, тем больше прикованы взгляды ваших недоброжелателей, завистников и врагов к вам. Ну вот как будто бы они хотят разгадать ваш секрет, да, почему вы такая успешная, почему у вас все получается, почему такая молодая, почему такая красивая. Что вы такое делаете магическое, фантастическое, неземное, что у вас все получается, а у них ничего не получается. А я скажу, что вы делаете. Вы ни на кого не смотрите, вы никому не завидуете, вы живете свою жизнь. И в жизни своей не ленитесь, а очень активный человек. Вот поэтому у вас так все хорошо. Ну, по мнению ваших врагов. Да? Так, следят, очень следят. И пытаются, не знаю, что повторять за вами. Пытаются вас копировать, пытаются подражать. Не понимают, что делают, но им кажется, что если делать как вы, то все будет классно, да, все будет идеально. Да. Особенно вот женщина одна очень сильно выделяется. Она прям, знаете, прическа, гардероб, макияж, что маникюр, тембр голоса. Ну прям вообще копия, понимаете? Но копия такая, знаете, неудачная. Неудачная, кто-то над ней посмеивается. Но она такая: нет, это она меня копирует. Конечно, она. Это ты копируешь. Женщина, которая уже потеряла свое лицо, и уже сама не понимает, кто она. Она ваша тень, либо она — это она. Ну, явно нездоровый человек, и там что-то у нее не в порядке. Скорее всего, вы уже видели эту женщину, либо понимаете, о ком речь идет. Ну, ничего хорошего ее не ждет, но и она не остановится. Дальше до конца будет копировать вас. А потому что человек жить не умеет, не знает как. Боится брать на себя ответственность, да, боится принимать решения, поэтому остается копировать. Так, еще за вами следит какой-то молодой мужчина, прям молодой мужчина, моложе, чем вы. И здесь именно прям моложе, чем вы. Вы этому мужчине прям в душу запали. Вот так сильно запали, что он, бедный, уже не знает, что с этим делать. Он даже боролся со своими чувствами, эмоциями в вашу сторону. Этот мужчина, скорее всего, на какое-то время там уходил, уезжал, ну, как не было, там, не видно, не слышно. Если вы где-то вместе там проживали, либо сотрудничали, работали, либо в одной компании были, но потом все равно вернулся. Вы для него воплощение богини, вы для него ангел земной, вы для него самое лучшее в нашей Солнечной системе. Мужчина, который понимает, что вы его не примете, возможно, вы ему уже и отказали, может быть, как-то в шутливой форме, да, то есть вы, может, и особо и не поняли, что он там пытается за вами ухаживать, добиваться, просто как-то от него отшутили, что ты типа там молодой, туда-сюда, и он понимает, что он не может пойти вопреки вашему желанию, но и также он не может от вас отказаться. Этот парень решил стать вашей тенью, вашим каким-то незримым, не знаю, защитником, покровителем. То есть, если он не может быть с вами, он может вам помогать. И мне еще идет, что этот парень, он как-то вас защищает за вашей спиной. Ну, допустим, если там кто-то вам нахамил, нагрубил, ну, как-то нечестно с вами хочет поступить, то этот парень вмешивается и там, ну, вносит свои 5 копеек, и потом люди как бы там извиняются, либо не делают эти свои планы негативного характера. Слушайте, хороший мальчик, хороший, да, прекрасный мужчина из него вырастет. Но единственное, что мне идет, что вы не примете его. Не примете, потому что для вас такая разница в возрасте, она прям очень критична. И, в принципе, я не думаю, что вы там прям
об этом сильно задумываетесь, да, потому что вам, скорее всего, нравится другой тип мужчин, да, другой тип мужчин. Ну, видите, этот парень следит и тайно вас защищает, да, охраняет ваши интересы. Это тоже неплохо. Такой вот тайный поклонник у вас. Хотя он пытался проявиться, но вы, скорее всего, не поняли, либо отшутились. Так, за кем-то на работе начальник следит. Начальник мужчина такой, знаете, прям достаточно суровый дядька, но при этом у него сердце такое нежное. Он, скорее всего, не свободен. Возможно, и вы не свободны. И он понимает, что он, конечно, это переживет, но у вас могут быть неприятности. Или он думает о том, что он как бы староват, наверное, для вас, либо немножечко, да, не подходит. Вот что-то он сам себе там придумал, как запрет какой-то в голове поставил, но он за вами следит, он прям такой, знаете, рядышком с вами побыть, там лишний раз вас увидеть, вот как-то рядом поприсутствовать. Почему-то мне идет, что рядом, вот где-то рядом находиться, он вас то ли энергетически как-то чувствует, либо он там научился, да, смотреть на вас так, что никто этого не видит. Знаете, как это Камбала, да, у которой глаза на затылке. Вроде смотрит куда-то, а на самом деле смотрит на вас. Ну, в общем, он вашей молодостью, вашей красотой просто вот насыщается, упивается, он о вас мечтает. А за вами следит, знаете, как? Ну, вот, скорее всего, он следит, вот там в окно выглядывает, либо там где-нибудь в коридоре ждет. Но вот мне идет, что он следит за вашей жизнью, в курсе ваших событий, очень многое о вас знает. Кто-то ему еще про вас там информацию сливает, там из первых уст. Да, может быть, какая-то ваша коллега на работе, с кем вы делитесь. У него как бы нет особых планов на вас, но и нет желания там вас забыть, да, либо на кого-то другого переключиться. Вы ему важны, да, такой вот прям мужчина. Мне почему-то кажется, что этот мужчина старше, прям сильно старше вас, ну, либо сильно очень женат, так женат, что уже оттуда не выберешься. Ну, либо если выберешься, то с голой попой, да, что он вам будет предлагать. С милым рай в шалаше, ну, это прям совсем недостойно. Так, а еще, девочки, вот кто замужем, либо с мужчиной проживает. Вот для вас такая информация немножко скандальная, пикантная, но скажу, как вижу. То есть ваш партнер, ваш мужчина, ваш муж, жених, кто он там вам, он как-то за вами следит. Следит, пользуясь какими-то технологиями. То есть это может быть что угодно. Это может быть там, это маячок, да? Какой-то маячок, который он вам куда-то подбросил. И, трекер, да, наверное. Я вообще не разбираюсь в этих штуках, но вот я вижу, что он через какой-то технологичный предмет за вами следит. То есть что-то мог подсунуть, подбросить, установить на вашем гаджете, сказать, что это типа там защитная программа, на самом деле это следящая программа. Вот. Он это делает, потому что он у вас еще тот ревнивец, это первый момент, и сам себя он как утешает тем, что он за вас переживает. И если он типа прослушивает, либо знает, где вы находитесь, он типа контролирует, и он может там в любой момент там прийти, спасти и защитить. Это именно информация для девушек, у кого есть парень, либо муж. Вы зашли на эту отсыпку, и песочек вам об этом сообщает. Ваш муж никогда в жизни, либо ваш парень никогда в жизни не признается в том, что он эту прослушку, либо этот трекер вам подбросил, установил. Почему? Потому что признать, что он это сделал, это выдать, что он ревнивец, это выдать, что он вам не доверяет, да, что он сомневается. Поэтому он будет там врать, да, отвираться как только можно, но он не признается. И вы уже давно с этим живете, вот если честно, да, давно он уже вас там слушает, просматривает. Вот. Возможно, у вас были какие-то такие мысли, что что-то не то, да, типа он знал, где я была, либо еще что-то, там, не знаю, прослушка какая-то есть, знает, о чем вы там с родителями говорите с подругой. Но вот оно есть. Это потому, что у него такой характер. Вот когда у вас есть этот трекер, либо прослушка, он чувствует себя спокойно,
гармонично, спокойно, у него нет дополнительного стресса. Когда не было, то у него стресс постоянно шел, он постоянно себя накручивал. Возможно, он еще человек такой мнительный, да, переживательный. И вот как бы было ему тяжело. А сейчас ему хорошо, спокойно. Поэтому он никогда не признается. А если вы обнаружите, то он отмажется и новую вам прослушку установит, либо подкинет новый трекер. Так что вы тоже знать не будете. Для вас важно об этом узнать. Ну, мало ли что в жизни бывает, да, на всякий случай, чтобы вы понимали, что он и прослушивает, и просматривает, и всегда знает, где вы находитесь. То есть случайности не случайны, вы зашли на эту отсыпку, и эта информация вас нашла. Может быть, это предупреждающая для вас информация, а может быть, объясняющая те странные события, когда он там угадывал, предсказывал, да, оказывается, он за вами следит. Но вот мне идет, что либо муж, либо парень. И вот он таким вот безобразием промышляет. Ну и не готов от этого отказываться и не будет, скорее всего. Да? Так и дальше будет прослеживать, отслеживать, прослушивать. Кстати, если у вас там детки, либо будут детки, он как бы и к деткам тоже будет это применять. Ну, потому что человек такой. Так, и еще у кого-то вот соседи вышли. Ну, явно вот показали, как люди не совсем здоровые. И они могут за вами следить. Либо они как-то очень негативно в вашу сторону настроены, ну, либо вавка в голове. Да, обычно говорят, вавка в голове. Может быть, пожилые люди, которые уже там, знаете, не лечились в свое время, да, и теперь вот такая проблема. Может быть, еще что-то. Но ваши соседи, вот самые ближайшие соседи, они за вами следят. Они следят, кто заходит в вашу квартиру, кто из нее выходит, сколько раз, с чем, зачем, от чего, почему. Прям очень многое знают о вас, ну, вплоть до того, что вы там делаете, чем питаетесь, там, очень много знают, потому что наблюдательные люди, судя по всему, заняться больше нечем, и вот они постоянно там и могут и подслушивать, и так, к стенкам там прислушиваться. В общем, слежка идет полным ходом. Я не вижу здесь каких-то опасных моментов, но я вижу, что вы как бы живете под наблюдением, да, вот именно своих соседей. Ну, не повезло с соседями, да, ну, бывает, такое иногда бывает. Ну, такие вот люди вам в соседство достались, которые вот и прислушиваются, и прослушивают. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.